О, утка. Стая уток. Крупные. Штук 25. Полетели на юг. Вон там второй косяк. Но там штук 50. Высоко летят. Большая стая летит. Сейчас на нас идут. Попьерли утки-то. Вон они как высоко. Ну да, больше 50 даже, думаю, там. Большой косяк. На экшн камеру снимаю. Приблизить невозможно. Да. 60-70 штук там, не меньше. А еще вон там еще вторая барья. Там еще 50 вон. Сколько и там еще летят. Ну вот. Первые перелеты начались. Всем привет! Сегодня 1 сентября. Как вы видите, я снова с рюкзаком на плече иду на рыбалку. На рыбалку хочу попробовать поймать хариуса. Взял удочку и на несколько часов я сейчас схожу на таежную речку. В планах поймать 3 хариуса. 3. На больше я не рассчитываю. Если попадет 10, хорошо. Но в планах у меня поймать 3. Потому что у нас в семье сейчас дома 3 человека и вполне достаточно. Вот. Ну, сейчас выхожу на основную трассу. Машинная трасса тут. И примерно идти мне таким спокойным шагом час-полтора до места рыбалки. На улице пасмурно. Вчера посмотрел РП-5 и обещают дожди где-то к часам 3, наверное, дня. До этого вроде, но все равно уже начинает такой капелька уже идут. Вот такая дорога. Сейчас в начале фильма я показал, не знаю, в кадр попало, нет, перелеты уток. Очень много уток летит. Но, как вы видите, очень высоко также. Их не достать. Почему так? Очень просто, ребят. Мы живем вот такой в глуши, в тайге. Речка очень узкая. И, ну, где-то утки отдыхают, скажем, на открытых местах. А здесь они высоко летят. И каждый год так. Осенью у нас охота вообще. Весной как-то более-менее с чучелами, там, с манком утку добывать проще, легче. А осенью они летят очень высоко. На больших озерах более-менее там небольшие стайки садятся, и рано утром можно еще кого-то добыть.
На улице прохладно, но здесь ветра меньше попадает, потому что здесь, смотрите, плотная тайга. Одет я вот такой демисезонный костюм, куртка, штаны. Но от села, когда я начинал, возле реки, там очень прохладно. В этой куртке я ходил походы минус 25 градусов. С тяжелым рюкзаком, с карабином на плече, зимой. Я конкретно тогда простыл очень сильно. И это мне на всю жизнь осталось. Этот день, когда я пошел в этой куртке. Дошел до курилки. Ну, здесь я уже снимал тоже. Хлебушек оставили для птиц. И самое главное, этого вроде не было. О, какую кормушку ребят сделали. Тут грибы, хлеб и ягоды. Ягель. Смотрите, что придумано. Конечно, это ничего не будут есть. Ради белок тут, наверное, оставили вон такое количество. Но это бесполезное занятие, я думаю. Им еды, пищи хватает в этом году. Но все равно приятно. Неплохо. Кормушка в лесу. Первый раз такое вижу. Сколько раз в тайге. Всю жизнь, считай, с детского возраста хожу. Никогда кормушки не видел. Самодельные такие. Буквально из-под ног взлетел рябчик. Ну, куда-то он метров 50, наверное, прилетел и туда сел. Одна штука вот тут была. Я, ребят, уже одел перчатки. Но выходил из дома, было только плюс 5 градусов. В начале августа ходили за грибами мы с Денисом. Проходили через вон тот мост. Здесь лужа большая была, непроходимая. Смотрите, все высохло. Лужа. Ну, тут ручей, в принципе. Ушла. Все высохло. Там еще я одного рябчика видел. Свистит. Короче, там, оказывается, вдвоем были. 2 штуки. Но в разных местах, как ни странно, не рядом друг от друга, а чуть-чуть в стороне второй взлетел. Потом улетел, куда-то на сосну сел, он и начал свистеть. Ну, если с ружьем можно легко добыть. И, между прочим, сегодняшнего дня охоту открыли на буровую. Конечно, чуть-чуть рано. Я не согласен с таким открытием. Надо чуть-чуть позже. Молодая птица еще. Ребят, тучи страшные идут. Со стороны села, это получается с западной стороны. Но мне еще топать и топать. Нормально. Будем надеяться, что сильной грозы не будет. Смотрите, какой крепыш. Вон он стоит. Видели? Старый выход. Вот смотрите, люди. Те, кто пишет в комментариях, что я оставляю ножки и там грибница погибнет. Смотрите, ребята, нетронутый гриб гниет. Таких грибов не только миллионы, миллиарды по всей тайге. И если подумать, вся грибница должна все это сгнить. Так что те, кто оставляют ножки и, как сказать, может тут напрямик пройти. Наверное, вот здесь пойду. Примерно у меня осталось метров 300 до того места, где я уже буду заходить в тайгу. Начинается дождь, я уже наел вот такие козырек, чтобы на очки не попадал в дожди. Дождик не попадал. Ну, наверное, вот по этой тропинке попробую напрямик. Все равно куда-то я выйду к реке.
Вот. Ну, все еще спорю с некоторыми зрителями, кто вот против моих сборов грибов, так скажем. Неправильно собираю, оставляю ножки. От этого грибница погибнет. Да ни хрена ничего не погибнет. Я уже ответил на ваш вопрос, что вот остатки гриба там по тайге их миллионы. И каждый год так гниет. И каждый год он будет выходить. Это бесполезно. Это как плесень, они все равно выходят и выходят. А свежих грибов нету. Вот за такой путь уже примерно иду. Ну, час ходьбы, наверное, уже есть. Посмотрю хоть время. И дождь начинается все-таки. 6 часов 56 минут утра. Ну, где-то я после 5 я вышел. И не спеша так больше часа, наверное, уже иду. Вот. Вот, смотрите, какое красивое место для пикника. Палатку сюда поставить. Кострище, река. Очень мелкая. Надо было болотные сапоги одеть. Ух, как дождь идет. Ё-моё. Ой-ой-ой, воды вообще нету на реке. Будет сыро. Неприятно. Что поделаешь. Да. Вообще воды нету. Там вообще мель. Фиг знает. Ладно, давайте выше поднимемся. Выше это где-то с полкилометра. И буду по реке спускаться. До сюда, если спустимся, это уже нормальный поход такой будет. Тут уже ельник. Ну, такой. Ну, на вид сам видите. И когда один в тайге так идешь, еще вечером, когда уже сумерки, немножко страшновато. Когда ветрено. Любой охотник все равно немножко в страхе от всего. От зверей, от несчастных случаев, от всего. Вот так. Ладно. Здесь черничные поля ягодные. Ну, ни ягод, ни птиц что-то вообще нету. За весь путь немало уже помета у лисы видел. Этих зверьков хватает. Вот в тайге даже рябина есть. Так что птицы в этом году с голоду не умрут. Белки и горностаи никто. Доселение гриба. Озера даже высохли. Пипец. Вот это да засуха. Сколько пихты тут. Пихтачи вы. Пихтачи. На-на-на-на. Пихтачи. На-на-на-на. На-на-на. На-на-на.
совсем другая картина раньше была. Что-то не очень. Ну вот снова мы у реки. Ё-моё. Ой, беда. Не знаю, что и думать. Смотрите, надеюсь, видно, какая глубина тут. Надеюсь, понимаете, как сейчас по таежным речкам подниматься на рыбалку. Многие спрашивали, когда на вторую избу. По такой реке я никуда не поеду. Ё-моё. Вот это да. Да и тут хариусом спрятаться негде. Какая может быть тут рыба? Небольшое течение. Оттуда что ли начать? Все равно попробуем. Ну да, там попробуем. Может какой-то небольшой хариус попадет. На крупного, думаю, бесполезно надеяться. Посмотреть, там люди рыбачили, нет? Следы должны быть. В принципе, радует, что вообще хоть следов нету. Ну вот и все. Хана этой реке. Перебор, высохла. Вот так вот. Ну, тут-то должен быть один хариус. Ямка такая небольшая есть. Болотные сапоги надо было одеть. Да, туда-сюда болотными сапогами везде можно перейти. Выше не поднимусь, бесполезно. Одна и та же картина. Попробую вот с этих ямок так покидаю. Первый омут. Ну, прошел 2 поворота. Ни одного подхода. Да и глубины нету. Воды нету. Вообще не хотел включаться. Думал, до первой рыбы не включусь, но здесь тоже кажется, что глубина, а здесь дно. О, утки, кряквы. Или кто эти были? Я что-то и не понял. Вроде не кряквы. Фу. Вот это да. Чуть на таран не пошли. Дно, короче, тут илистая, темная, поэтому кажется, что глубина большая. Вот так встречается утка, можно в лед гымнуть, бахнуть. И болотные сапоги сегодня нужны были. Ни ельцов, ни хариуса. Вот это да. Мертвая река, что-то совсем стала. Бывало, приходил сюда, несколько штук я ловил за рыбалку. Пустым не возвращался домой, но что-то такое. Ладно, пойдем дальше. Одел бы болотные сапоги, вообще проблем бы не было. Да, не густо. Вообще река высохла.
Но фиг с ним, высохло, но все равно хоть одна рыбина должна быть. Но крохалина, она все-таки тут шерстят. Они просто рядами так плывут и ныряют. Что есть, там мелкий хариус и все. Они этим питаются. Вот. Вот снова мне придется почаще там идти. Не пройти чуть-чуть. У меня где-то 35 сантиметров, наверное. Или 30 сантиметров высота только. Сапоги болотные. Не болотные, а обычные сапоги. Ну там потом попробую вот с той коряги начну рыбачить. Вроде проясняется. Вот. Опять на берег. Опять на берег будем подниматься. Вот шиповники. Вот сейчас уже шиповники еще. Спелые, сочные, мягкие они. Вообще мягкие. И уже больше 10 штук, наверное, я съел. Здесь какие-то следы. Смотри, сколько рябины тут. На бобры тут обитают. Вон следы. Спуск такой. Рябины-то сколько. О, вот это да, здесь вообще крупные, то есть проверить. На вкус они какие. Надо сфотографировать. Фотографии, ребят, в инстаграме, если что, посмотрите. Вот это да. Такое разве бывает? Бывает. И у нас на севере в этом году. Вон, смотрите. О, между прочим, вкусная рябина. Да, рябина вкусная. Очень вкусно. Сладкая. Видели, тропинка какая? Вот это да. Бобры тоже и кушают, видимо. Шиповник, блин. Бобры тоже кушают рябину. Прям деревья рябины вон сгрызли и полностью с ягодами таскают. Витаминизируются. Вроде яма, и даже спускаться неохота. Быстро я азарт к рыбалке теряю, очень быстро. Потому что уже понятно. Все уже с первого момента стало ясно, что вряд ли что поймаем. До осени тут рыбы не будет. Тропинка выдры. Вон. Здесь выдра. Здесь, смотрите, вот тут, видимо, он ночует. Вот здесь. Ночует. И если вдруг он может убежать быстро в воду. Здесь ночлежка у него. И напрямик идет вон туда. На тот берег, вон там тропинка идет. А здесь подъем. Ну, в этом году мало ходил тут. Видно, что ходил, но здесь явно, если были бы рыбы, они много ходят, и тропинка хорошая. Такая крепкая тропа. А здесь полузаброшенная. Последняя яма на сегодня. О, блин, там глубоко. Ну и здесь у меня удочка такая коротенькая получается. Я дошел до того места, где начинал съемку возле реки. Больше я уже никуда не пойду. Впустую очень много ходил. Ям очень мало.
Хотел еще ниже спуститься, но сегодня точно никуда уже не пойду. Бесполезно. Ни одной поклевки, ни одной рыбины, ни одной всплеска, ничего. В общем, я не увидел. Даже мелочи нету. Раньше, ну хрен с ним, Хариус сейчас не берет, скажем, вот такое время. Но и ельцов вообще нет. Почему так? Увидел гриб. Первый. О, хороший. Я ножку тоже возьму. Потому что сейчас единицы, очень мало грибов. Но там потом пройдусь с ножками и, может, наберем на супчик. Ребят, просто захотелось запах дыма. Вообще. Костер на природе — это тема. Куда пошел? Стой там! Разгорелось, бля. Костер. Перебор. Большой. Просто нож, ребят. Просто нож. Прям в руках хорошо сидит. Вот в руках держишь, и это настоящее. Вот. Как будто по-настоящему.
Рукоятка мне в этом ноже рукоятка понравилась. Вот прям сидит. Сидит и все. Вот как-то четко придумано, хорошо сделано. Да и сам по себе режет хорошо. Хотел литровый термос взять, думал, целый день буду бродить. Не, сейчас пойдем домой. И этот термос самый раз хватило. Литровый термос, который искал крышку в городе Сыктывкаре, я так и не нашел. Целое лето я возил термос с собой в машине. Заходил в несколько магазинов, искал. Нет. В 2 магазинах было, но кнопочные были там. Короче, но у меня из подписчиков выслали новый термос, но я не привык сразу, вот скажем, у меня есть термос, и этот термос куда-то выкинуть и сразу новый там. Если у меня термос работает, вот этот старый термос работает, прокладку я ставлю там пакет, ничего страшного. Главное, термос ведь работает. Литровый термос также у меня работает. И ради этого, чтобы выкидывать и новый брать, или же пока пользуюсь старым. Придет время и буду использовать новый, который вот подписчики мне отправили. Не помню только вот имя, без обид, конечно, если смотрите меня. Термос там под крышкой, там еще стойник для заварки еще есть. Щетка. Я еще не использовал его. По пути буду собирать. Посмотрю. Собирать. Громко сказано, потому что грибов нету. Это случайно я нашел один тут. Да и интересный цвет. Ребят, вот, вроде похож на подосиновик. Но был случай у нас. Один раз мы взяли такой гриб, и он оказался горьким. Как же, не знаю, в Яндексе там написано, что за гриб такой, но горечь такой, блин, как левомицкилин. Добавили в суп. Невозможно есть. После этого вот с такой серой шляпкой не стараемся брать. Наверное, тоже я это оставлю. Почему-то вот у меня сомнение такое, что вот этот горький гриб попалось тоже. Вон он. Может и ошибаюсь. Но похож на обычный, на запах. Сомнение есть. Посмотрим. Может и оставлю. Что-то такое чувство, что это горький гриб. Примерно так, ребят. Потому что противопожарная безопасность самое главное.
Если что, вообще, это вам не простят. А так уже никуда огонь не уйдет. Здесь от сырости земля сырая, поэтому немножко пара идет там. Потушили. Опять дождик начинается. Вот сейчас я удочку соберу и пойдем домой. Еще раз показываю, что тут оставляем все в порядке. И еще немножко покажу вот такой. Не-то дом, не-то избушка, не-то шалаш. Что-то начинали тут строить. И походу здесь строили это дети. Без пилы, без ничего. Рубленные деревья. Топором рубили. Вот, смотрите. Топором все это дело сделали. Где-то примерно 3 метра на 3 на раз, два, три, 4,5. 3 на 4,5. В низине, если что, кто вот хочет, думает построить избушку, никогда на низине не стройте. Вон холмик, вон там и надо поставить избушку. Потому что весной талая вода или крутой дождь, все в избушку будет. Здесь лужа образуется. Любое место, где вот сухо, где вот такой бугорок, там и надо поставить избу. Ладно, пойдем. Прогулялись. Очень даже неплохо. Здесь такой полукруг сделаю. Примерно вон там дорога. Но она параллельно дороге этой тропинкой идет. Черника. Ты смотри. Какой хороший. Прям просится, чтобы я взял. И ножки вон они. Вот это понимаю, сейчас ножки, они без этого, как сказать, без червей. Очередные грибы, ребят. Что-то возле дороги не было. Когда шел возле дороги не было, а здесь вон они. Хорошие, между прочим. Да, сейчас вообще ни червей нету. Не удивлюсь, если это чистый. Этот не очень. Даже ножками возьму. Темная ночь, только поле свистят. Там еще крупные, конечно. Вот и дорога. Что-то мне захотелось еще дальше сходить. Но я еще так и схожу. Нам идти вон туда направо. Возвращаться. О, смотрите, грибище какое. Вот это боровик. Блин, вот это он вырос. Смотрите, какой крупный, большой, гнилой, старый. Видите? Реально большой. Вот это да. Никто не увидел его, не взял. Надо сфотографировать. Не, схожу вон до туда, до поворота. И направо еще там кружок небольшой сделаю. Просто вот время есть, желание есть. Хотя бы еще 2 гриба. Если найдем, то супчик уже можно сварить. Такие крупные вот попадаются. А нового выхода пока нет. Что-то совсем приостановилось выход грибов. Опа! О, пересохший гриб. Высохли. Там тоже поганка. Этот более-менее на вид. Да.
хорошие. Так. Вообще хорошие. Там боровики или красные уже как-то потемнели. Старые. Вон там крупные. Перебор крупные они. Это тоже не то. Цвет шляпки уже как-то. Гарантии качества не дает. Цвет шляпы. О. Вот смотрите. Класс. Так, этот тоже почернел. Не буду смотреть. Тут нехороший, но он что-то тоже. Ай. Не то. Вон там еще есть. Вон они. И еще вон тут. Да. Вкус гриба классный. Вообще огонь, красивые, хорошие. Все, ножки больше брать не стану. Первоначально вот 2 или 3 гриба на ножки взял. Мне уже достаточно, я на суп уже набрал. На суп, не только на суп, на жаркое уже набирается. Вон он, лесная дорога, настоящая. Сейчас уже вот такой лес, типыжник, так скажем. Все дают под вырубку, все вырубают. И дойдут до этих лесов рано или поздно. И будущего нету. Где будут люди собирать грибы, ягоды. Кругом вырубка, кругом. Думаю, пора разворачиваться. Здесь после пожара лес. Но и грибов тут нету почему-то. Сейчас поверну обратно налево. Там дальше можно еще сходить, но не буду. Хватит. Все, возвращаюсь. Видать, все, ребят. Не нашел я больше. Но вон есть какие-то интересные грибы. Что-то похожие на грибы, но они уже шляпка как мумии стоят. Такие и не хочется даже смотреть. Но хотя они могут быть и даже... Да ну, противно даже на них смотреть. Нет, больше нету. Не нашел. Я уж до дороги дошел, блин. Троса вот лежат. Это лесопундовский еще троса. Металлолом. Кругом металлолом лежит. Деньги под ногами. Грибы, деньги, ягоды, деньги. Металлолом, деньги. Все можно. На всем можно заработать при желании. Было бы желание. Вот. По копеечке. Не скажу, что ты миллионером станешь, но все равно. Немножко, но можно подзаработать. Смотрите, прямо возле дороги какой. До этого я еще нашел 2 штуки без съемки. Покажу, где они. Вот этот вроде. И второй вот этот.
поменьше, который был. Еще попадались там белые, как бы не белые, а вот шляпка белая, и не хочется такие брать, потому что можно на горький гриб попасть. Так, кусками отломал. Хорошие куски взял. Вон там еще я вижу. Что-то возле дороги. Я когда сюда шел, он там перешел. И он чуть стороной. Тут прям возле дороги они стоят. Да, чистые. Эти крупные не буду смотреть. Вон там что-то. Уже смотрю, какие-то вот, чтобы шляпка такая более-менее сочно красная была. Вот, они чистые. Черви ходили, но их нет, вон. Чистейшие. Как тут пройдешь мимо? Вон он, ребят. Вот он. Чистейший. Ни одного червя. Ветрище поднялось. Деревья скрипят там. Тучи. Ветер тучи гоняют туда-сюда. О, страшилки такие. Скрип. Ни одна техника не проехала, как ни странно. Ни одного мотоциклета, ни машины, ничего. Вообще один сегодня я здесь. Вот так. И птиц нету, между прочим. Я думал, больше сегодня увижу я рябчиков. Опа, еще вон, смотри. Малыш. Хорошие. Такая буханка, блин. Полный пакет. О, вон там еще один. Я это и не видел. Что-то вот желтизна. Что-то непонятное. Что-то с опаской. Нет, все не буду брать. Потому что гриб такая штука, можно запросто отравиться. Очень легко. Ой, это уже все. Вот, смотрите, целый пакет. Дошли до курилки, где кормушка самодельная, а тут из бутылки. Фу. Ну вот. Здесь передохнем. Сейчас я покажу, сколько грибов. Ну, смотрите. Вот. Без съемки я еще 1 или 2 гриба еще нашел. Ну, малюсенькие такие вот. Вот крупные, как я собирал, я все это показывал. Вот такой пакет. На жареху набрал. Думал, ребят, наберу или нет там на суп из грибов, чтобы сварить. А я целый пакет набрал. Ну, нормальный поход получилось. Усталость я чувствую. Устал.
По километражу сколько прошел, не могу сказать. Вот. Да и сейчас я, наверное, этот пакет уберу в рюкзак. И уже больше снимать ничего не стану. Тут до реки осталось где-то примерно полкилометра. Там потом река. Перейду речку и уже буду дома. Вот. Короче, всем большое спасибо за просмотры. И ждите новые походы. До новых встреч и будьте здоровы.